Испытание. Если оно постигло кого-либо, как различить, является ли оно наказанием или возвышением его степени? Говоря относительно бед, которые постигают человека, будь это рана или печаль, или переживание, или потеря имущества, или смерть детей, или подобные этим бедам, которые Аллах отправляет своим рабам, то они различаются и могут быть как наказанием, так и испытанием, поднимающие степень перед Аллахом. И все это может коснуться одного человека в зависимости от его состояния и ситуации. Что касается того, как человек может это отличить, ответим, смотря на положение человека. Если он погряз в грехах, в страстях и отдалился от Аллаха, в таком случае его постигло наказание. Очевидно, что это наказание от Аллаха, свят он и возвышен. А если человека постигнет то же самое в то время, как он праведный и далек от ослушания Аллаха, свят он и возвышен, то это зачастую испытание и поднятие степени человека. И всякий раз, когда человек далек от грехов и его постигает беда, то это происходит, чтобы поднять степень человека и для его очищения, чтобы он стал выше в степени над другими и пополнялся в благе. А если человек погряз в больших грехах и в очевидном заблуждении, в неверии и в нововведениях, и его постигло подобное, то это указывает, что это наказание, и какую пользу может человек извлечь от такого наказания. Что касается пользы, то, возможно, человек извлечет пользу от наказания больше, чем от испытания. И причина этого в том, что, возможно, Аллах, свят он и возвышен, пошлет кому-либо из своих рабов наказание, в то время как он совершает грехи, чтобы приблизить его к себе. И если его постигнет наказание, когда он в грехах и в нечестии, то он опомнится и вернется к Аллаху, свят он и возвышен. И это милость Аллаха по отношению к своим рабам. Даже если это наказание, и когда его постигло это наказание, то это будет для него очищением от грехов, и он вернется к Аллаху. В таком случае это милость от Аллаха в виде наказания. Что касается испытаний, которые постигают некоторых праведных и избранных его рабов, которые не были погружены в грехи и пороки, и их постигло это испытание, и они отвратились от правильного пути из-за этого, то раб должен просить защиты у Аллаха от подобного, так как в таком случае это испытание является для него большим наказанием, потому что он не смог извлечь пользу, и он не преуспел. И поэтому говорим, что результат или плоды познаются после того, как ниспослано испытание, только после этого. Если человек после испытания продолжит пребывать в своих ошибках и в заблуждении, то этим Аллах пожелал наказать его. А если же он опомнится и вернется, то Аллах желает ему очищения от грехов и искупления. И в таком случае в нем соберутся две вещи – наказание и испытание. А если человек был праведным и искренним, и мало подвержен грехам, и в то же время его постигло испытание, или его постигли беды, то это служит для него возвышением и очищением, чтобы избавить его от тяги к мирскому и тем самым сохранить его степень. И Аллах не соберет в одном человеке два наказания или два испытания из-за одного греха. Либо Он ускорит ему наказание на этом свете, либо отложит на тот. И Аллах, свят Он и возвышен, намного милостив к своим рабам, чем они сами к себе.